Уважаемые сыктывкарцы и гости Сыктывкара, ровно год назад, 18 марта 2014 года в Москве был подписан договор о вхождении в состав Российской Федерации, Крыма и Севастополя. Год назад Крым вернулся домой. Год назад Крым вновь стал российским. Вне всякого сомнения, эта дата заглавными буквами будет вписана в историю России, да и всего мира. Год назад исполнилась мечта миллионов людей в Крыму и в России. Мы снова вместе. Мы один народ. Мы одна страна. Митинг, посвященный знаменательной дате первой годовщины вхождения Крыма и Севастополя в состав Российской Федерации, объявляю открытым. Когда в Киеве зазвучали заявления о вступлении Украины в НАТО, стало понятно, что в городе русской славы, возможно, будут базироваться враждебные нам силы, что, безусловно, повлияет на безопасность юга нашей России. В связи с этим, а также учитывая то, что в Украине живут и будут жить миллионы русских людей и русскоязычных граждан, жители Крыма и Севастополя обратились к России с призывом защитить их права и саму жизнь, не допустить того, что происходило и сейчас происходит на Украине. От имени Союза ветеранов Афганистана и других общественных организаций патриотической направленности, от имени регионального отделения общероссийского движения «Народный фронт», лидером которого является Владимир Владимирович Путин, я обращаюсь к народу Украины. Не верьте тем, кто пугает вас Россией, крича о том, что за Крымом последуют другие территории. Мы не хотим раздела Украины, но что касается Крыма, то он был, есть и останется русским, украинским, крымско-татарским, но в составе Российской Федерации. Мы дети России. Возвращение Крыма для нас – воссоединение с нашими братьями и сестрами. Мы считаем правильным, что наш президент Владимир Владимирович Путин не допустил прозападные силы на полуостров. Западу не нужна сильная Россия, им нужны наши ресурсы. Мы, воркутинцы, внимательно смотрим, как проамериканские силы не хотели, чтобы крымчане воссоединились с нами. Воркутинцы заняли активную позицию по поддержке наших братьев и сестер. Мы организовали автопробеги такие как «Крым мы с тобой», «Россию на колени не поставить». Мы приняли беженцев и участвовали в сборе гуманитарной помощи. Мы рады, что крымчане с радостью вошли в состав России. Мы переживем все трудности. Мы гордимся, что мы из России. Я уверен, что наши дети будут гордиться и говорить, что мы живем в сильной России, как и дети Крымской Республики. Мы за сильную Россию. Что думаете по поводу годовщины момента присоединения Крыма к России? Я рада, что они присоединились к нам. Это же исконно русская территория, поэтому мы должны, конечно, жить вместе. Вот. Так что, значит, это очень хорошее дело. Давно надо было уже. Крым всегда был российским, и только по некоторому историческому недомыслию он временно был передан Украине. Это наша территория, это наша родина, это все наше. Наш отдых, наш труд, все что угодно. У вас лично что связано с Крымом? Да, это моя юность. Мы были в Крыму, мы отдыхали в Крыму, в детских санаториях, в лагерях, в студенчестве я ездила туда. Прекрасные воспоминания. Крым наш, что мы должны, он был наш и остается нашим. Что для вас лично значит Крым? Может, какие-то воспоминания? Крым – это отдых, это военный флот и все остальное.